На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. С химией полвека. Самый прекрасный, самый красивый город на свете. Мне кажется, это так, да? Все согласны со мной? Все. Как в Менделеевске отпраздновали 50-летие, увидел Дмитрий Аринин. Сельские ярмарки в самом разгаре. Купили арбуз, капусту, морковь, свеклу, лук. Вот. И еще это не все. Чем удивляли учебные заведения Татарстана горожан, расскажет Нияз Рахман. Тайна консервной банки. Отсюда я достала вот этот ужас, кошмар. Что так напугало пенсионерку, расскажет Алина Бережная. Всемирный день наблюдения птиц. Клювы и крылья пересчитала Алина Зинатуллина. Вторая жизнь металлолома. Даже просто фотографируют с каждым роботом почти. Селфи делаем. О восстании машин в самом центре города расскажет Динара Камалова. С химией полвека, с именем на века. Сегодня 50-летие празднует Менделеевск. Город, чья судьба и индустрия неразрывно связаны с химической промышленностью и одним из ее главных героев Дмитрием Менделеевым. Образ ученого, кстати, сегодня неоднократно красочно пополнил праздничный антураж. Торжества в городе прошли на нескольких площадках. Какие сделали открытия, увидел Дмитрий Аринин. Рад приветствовать дорогого друга Петра Капитоновича. На свой юбилей в Менделеевске обратились к истокам, к месту и личностям, с которых все началось. В исторической части города открыли парк Ушковские острова, названный в честь купца Петра Ушкова. Именно он еще в 19 веке заложил первый химический завод, от которого разросся поселок, ставший впоследствии городом. Ваш город заслуживает вот такой территории, такого места. Я всех вас поздравляю и с Днем города, поздравляю вот с прекрасным событием, открытием парка, и я уверен, что и дальше мы будем продолжать вот это дело, и чтобы это было образцовым местом, куда вы будете приходить. Сегодня здесь уже есть лебеди, мы запустили красных карпов, сегодня уже проводятся разные мероприятия, соревнования по рыбалке. Сейчас Менделеевск – это небольшой город с населением чуть более 20 тысяч человек. Основное занятие местных жителей связано с химической промышленностью. Здесь работает комплекс аммоний, производство Менделеевск-Азот, завод имени Карпова. Когда-то здесь трудился известный химик Дмитрий Менделеев. В честь ученого и назвали город, а к юбилею его образ украсил один из домов. Мы гордимся нашим городом. Наш самый прекрасный, самый красивый город на свете. Мне кажется, это так, да? Все согласны со мной? Все. Это вообще прямо не высказать. Не высказать, как город расцвел. Поменялось очень многое, дороги, все вообще очень хорошо и классно. Хочется призвать людей, чтобы они, конечно же, только-только берегли то, что для них делается с Менделеевск, с праздником. Украшением города стал новый парк «Дружба» с музыкальным фонтаном. Еще одно открытие юбилейного Менделеевска – жилой дом, где квартиры получили соципотечники. Огромное спасибо государству, президенту Республики Татарстан за такую возможность жить в такой теплой, уютной, светлой квартире. Со всеми новинками и юбилеем менделеевцев на торжественном концерте поздравил Рустам Миниханов. Сегодня у вас серьезная победа. 50 лет и ряд таких объектов, которые нужны для города. Здесь создаются хорошие условия. У вас здесь появляются хорошие рабочие места. И, конечно же, здесь нужен ресурсный центр для подготовки специалистов. Все это будет развиваться комплексно. На празднике также чествовали ветеранов, трудовые династии, а заслуженным горожанам вручили госнаграды. Праздничная программа распланирована до самого вечера. Сегодня еще всех ждет выступление звезд российского шоу-бизнеса. Выступит ансамбль «Самоцветы» и певица Максим. А под занавес праздника всех ждет лазерное шоу и салют. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Менделеевск. Счастливые новоселы сегодня не только в Менделеевске. Казанский исполком выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 136-квартирного дома по улице Бакир-Манче. Дом был в списке проблемных долевых объектов застройщиков фон «Ривьера». Об этом сегодня на республиканском совещании в Доме правительства сообщил первый заместитель министра строительства Алексей Фролов. Провел совещание Рустам Миниханов. Как отметил замглавы Минстроя, всего в Татарстане введено более 1700 квадратных метров жилья. Президент поинтересовался реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья.
жилья. Рустам Минниханов отметил, что этот вопрос остается под жестким контролем. Весна в середине осени. Одноименный парк открылся сегодня на берегу реки Нокса. По задумке архитекторов территорию разделили на 3 части: для активного отдыха, семейных прогулок и набережную. Как современные условия появляются в каждом микрорайоне, увидела Алина Бережная. Друзья, всем приятного отдыха и отличного настроения. Вот так с цветными шарами, аниматорами, музыкой и развлекательной программой гуляли сегодня жители Советского района Казани. Открытие парка «Весна» – чем не повод для праздника. Строительство парка началось 5 месяцев назад, а сегодня здесь уже резвятся дети. Парк очень шикарный, весело, все сделано на высшем уровне, качество исполнения шикарное. Большая песочница, скалодром, яркие горки, обилие качели – это все детская зона. У нас дети маленькие. Горки вообще, все хорошо, все очень нравится. Все супер. И живем мы здесь рядышком. Спасибо большое. Красивый парк, нам очень нравится. Мы сами здесь живем. С соседнего дома будем теперь каждый день здесь гулять. Реконструкция парка еще продолжается. Это сегодня здесь невзрачный кусок земли, а к весне следующего года здесь можно будет заниматься йогой. По задумке архитекторов, парк будет поделен на 3 зоны: для активного отдыха, семейных прогулок и релаксации у реки Нокса. Летом следующего года весь парк облагородят деревянными пешеходными настилами, установят лежаки. Появится площадка для выгула домашних животных. Мы здесь заложили все идеи весны. То есть наш парк, идея заложена в следующем. У нас парк разбит на зоны, это март, апрель, май. Там у нас прорастает трава. Есть у нас здесь вот скамейки в виде проталин. Здесь просыпаются деревья, и ближе к дереву уже вырастает к маю остальные насаждения. Полностью парк благоустроят к 2019 году. Это один из тех примеров, когда новые условия создаются в каждом микрорайоне. Алина Бережная, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В Казани продолжаются сельхозярмарки. Сегодня масштабную ярмарку в агропромышленном парке развернули образовательные организации республики. То, что сами вырастили, продавали по доступным ценам. Что стало сегодня хитом продаж, на ярмарке побывал Нияз Рахман. Пенсионерка Валентина Смирнова в этот день откладывает все дела на потом, ведь главное в это время запастись овощами и нужными продуктами. Погода тоже не помеха, когда цена доходит до смеха, считает пенсионерка. Цена вообще отличная. Я считаю, это вообще смешные цены. Вот нам, например, пенсионерам, это очень хорошо. На ярмарке образовательные учреждения из всех районов Татарстана в столицу привезли свой продукт, который сами сажали и выращивали. К примеру, Буинский ветеринарный техникум продает картофель, морковь, лук. Все с огорода своего учебного заведения. Мы сами очень рады. Вот уже тыквы все продали, кабачки уже почти продали. Все продается хорошо. Не смог пройти мимо такой ярмарки министр образования Татарстана Энгель Фаттахов. Посмотрел практически все торговые павильоны, попил чай с блинами и пообщался с представителями учебных заведений. Остался традиционно верным в любви к семейству Луковых. Честно, очень много благодарен. Это всегда будет ценить, поэтому много у нас овощей, капусты, картошки, даже мясо продают. Ярмарка, хоть и образовательных учреждений, однако выбор товара колоссальный. Тут и разнообразные товары для садового участка, швейные, текстильные, кулинарные изделия, предметы быта, мясо и овощи. Одним словом, полный сельскохозяйственный набор. Вот были 2 недели назад, все было дорого. Сегодня подешевле. Покупаем, что нам необходимо. Хорошая ярмарка, очень даже. Молодцы. Нам всегда нравятся ярмарки учебных заведений. Мы каждый год ходим. Кто не успел сегодня посетить торговые площадки, расстраиваться не стоит. Уже на следующей неделе сельхозпродукты снова окажутся на прилавках, а сами ярмарки будут идти еще до декабря. Нияз Рахман, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Жестянка с сюрпризом. Необычный предмет в банке с тушенкой обнаружила пенсионерка Казани. Специфическая добавка напоминает участок кожи. Продукция оказалась произведенной в Самарской области. Женщина обратилась в Роспотребнадзор. Что по этому поводу думает производитель? В неоднозначной истории разбиралась Алина Бережная. Отсюда я достала вот этот ужас, кошмар. Открывая консервную банку, Галия Хасьяновна и не подозревала, что будет играть съедобное несъедобное. В тушенке из конины она нашла нечто похожее на шкуру животного. На обложке продукта стоит на качество халяли, а значит, он сделан по всем мусульманским традициям. Чувствую какой-то жесткий предмет. Объела со всех сторон, не зная об этом, а потом что-то непонятно. И я, одев очки, ужаснулась. Это, оказывается, веко лошади с густыми ресницами.
Как гласит этикетка тушенки, производитель мясокомбинат «Халяль» села Алькино Самарской области. Проверить предприятие с такой просьбой обратилась Галия Хасьяновна в Роспотребнадзор региона. На что получила ответ: недостаточно сведений для внеплановой проверки. В проведении проверок нам необходимо наименование тушенки, номер партии, чтобы провести проверку. И поэтому мы пошли другим путем. Проводим административное расследование. О том, что на предприятии действительно идут проверки, подтверждает руководство мясокомбината. По их словам, за 14 лет ни разу подобных инцидентов не было. Мы не принимаем голову лошади. Как быстро это может оказаться? Все тушенки, какие есть у нас, все мы отдали эти тушенки на проверку, чтобы нам самим это, честное слово, самим интересно. Так что же это было? Обман зрения или все же в тушенке оказалось то, чего быть в принципе не должно? Кожа животного. Об этом мы сегодня спросили эксперта. Если мясо закладывается вручную, соответственно, визуально оно проходит тщательный досмотр работников, и, собственно, при этом 100% можно исключить попадание посторонних кусочков. Если дозирование осуществляется автоматически, и при этом визуального контакта и осмотра не происходит. То есть вот в этом случае попадание кусочков посторонних вполне возможно. Нам сообщили, что проверка продукции на мясокомбинате «Халяль» Самарской области будет завершена через 30 дней. Руководство уже принесло свои извинения пострадавшей. Алина Бережная, Альшат Мухаметов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Птиц по осени считают по всему миру. Эти выходные стали днями наблюдения за птицами. Сегодня в центре внимания каждый клюв. Ведь цель – масштабное исследование того, какие виды и в каком количестве обитают в разных регионах планеты. Наблюдают за птицами и орнитологи, и просто любители природы. Считать ворон отправилась и Лина Зинатуллина. Большие и маленькие, хищные и не очень. Птиц в мире около 10 тысяч видов. Про пернатых слагают стихи, посвящают им песни, а многие стали еще и символами. Настоящий символ красоты – павлин. Правда, самый расцвет у них весной, в брачный период. В диких условиях таким ярким птицам практически не укрыться от хищников. А вот в зоопарках они очень хорошо разводятся. Ну а сову мы знаем как воплощение мудрости. Белые, ушастые, болотные. Совы, кстати, иногда залетают и в город. А вот к символам верности казанцы точно привыкли. Лебеди 2 года назад поселились на озере Кабан и этим летом принесли 4 птенцов. Кстати, успели стать и символом чистоты после роликов в соцсетях, где птица проводит на озере настоящую уборку. А у кого-то вместо перепончатых лап острые когти. Орел традиционно олицетворяет власть и недаром попал на герб России, а в США стал национальным символом. Птицы эти прирученные. Чтобы встретить редких птиц, не обязательно отправляться в зоопарк. В этом убежден Максим Егоров, который уже десяток лет наблюдает за пернатыми не только в этот день. Летом здесь наблюдал чомг. Чомга – это птица, которая вообще в Красной книге находится. Не отстают и школьники. Насчитали сегодня немало уток, чаек и даже одного белого голубя. Мы увлекаемся биологией, хотим сдавать этот предмет в школе. Чтобы получше узнать, точнее, предмет биологии, и очень интересно посмотреть на различия птиц. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25. Суть дня наблюдений – выйти на улицу и посчитать, сколько видов птиц и сколько особей каждого вида вы встретите, к примеру, за час. Кстати, в прошлом году Татарстан по количеству участников акции уступил лишь Калининградской и Нижегородской областям. А лидерами среди птиц стали, конечно, голуби, вороны и воробьи. Все наблюдения в интернет. Чтобы результаты вошли в международную базу, специальные анкеты заполняют участники со всего мира. Лена Зинатульна, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. На коне сегодня в Варском районе конно-спортивным праздником отметили День коня. Здесь встретились спортсмены регионов России и стран СНГ. В центре внимания старо-татарская порода лошадей, некогда очень популярная, а потом забытая. Сейчас она вновь возрождается в республике. Как от топота копыт пыль по полю летит, увидел Сергей Хайдаров. Сегодня на родине Габдулла-Тукая, пожалуй, лучшие лошади со всех стран СНГ. Причем День коня в Варском районе традиционно собирает не только быстрых скакунов, но и рабочих лошадей из деревень республики. На скачках подразделяют на скаковые, полукровные и тяжеловозы. Соревнования здесь найдутся для каждого. Для особо выносливых с 5 утра проходят марафонские забеги на 40, 80 и даже 120 километров. Все под четким контролем зарубежных ветеринаров.
Когда они бегут дистанцию 80 или 120 километров, у них могут возникнуть проблемы с сердцем, поэтому мы сделали для них перерывы. Проверив пульс, наша задача решить, может ли животное продолжить гонку. Традиционно праздник посещает и заместитель премьер-министра республики. Причем сделал это, как и полагается, верхом на коне. Я проскакал 40 километров. Хочу сказать, природа, люди, воздух, отношения просто шикарно. Вот идешь, и глаза радуются. Символично, что свой заезд Василий Шайхразиев провел на лошади старотатарской породы. Сейчас их популяция почти восстановлена. Если другие породы от слепней и комаров начинают худеть и болеть, нашим это нипочем. Наши толстокожие, им хоть бы что, они даже не думают, спокойно хвостом раз-раз и дальше продолжают есть. Сегодня в силе и мощи соревнуются не только резвые скакуны, но и сильные рабочие лошади. Им тоже нужно как можно быстрее преодолеть свою дистанцию. Есть лишь одно отличие. Это повозка, которая нагружается мешками с зерном и сеном. Вес такой повозки примерно полтонны, но сейчас проверим, по зубам ли деревенским лошадям такое задание. Ну а задача наездников – быстро снарядить лошадь и загрузить повозку. На финише быстрая разгрузка, а обратно и вовсе налегке. Победителей каждого из соревнований ждут кубки турнира СНГ. Организаторы обещают собрать всех любителей коней в Варском районе и в следующем году. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Прямой рейс из свалки на музейный подиум отыскали для себя тонны металлолома. Так в Казани появился музей арт-объектов, сделанных из мусора. Старые велосипеды, мотоциклы и автомобили превратились в роботов и супергероев. Ближе познакомилась с восстанием машины наш корреспондент Динара Камалова. Здесь позитивно. Чтобы воочию увидеть восстание машин, семья Хапкиных преодолела более 400 километров. Сами они из Кирова в Казань приехали на экскурсию. Первым местом, куда решили сходить, этот музей арт-объектов. Торопились к открытию, ведь супергерои ждать не любят, а здесь они на каждом углу, смеется глава семейства Алексей. Даже просто фотографируют с каждым роботом почти. Селфи делаем. Все экспонаты родом из Санкт-Петербурга. Именно в северной столице зародилась идея превращать мусор в арт-объекты. Теперь же роботы-супергерои, жители Дикого леса, будут радовать и казанского зрителя. Музей обосновался на улице Баумана. Все эти экспонаты еще недавно были обычным металлоломом, которых ждал путь на свалку, но здесь они приобрели вторую жизнь. Так, например, две эти овечки были сделаны из пружинной кровати. В ход шли автомобили, мотоциклы, велосипеды и даже холодильники, ведь поломанные вещи имеют способность не хуже, чем у супергероев. Они перерождаются, а в умелых руках еще и приносят эстетическое удовольствие, говорят организаторы музея. Навеяно это было изначально художниками, которые из бумаги делали различные арт-объекты. Мы решили делать это из автозапчастей. Детям нравится. Посмотреть, а потом еще и сделать. Так в музее провели мастер-классы по робототехнике. За стол сели как новички, так и юные профессионалы. 4 года собирать маленькие самолетики из бумаги, после чего перешел на гигантские лайнеры. Персонажи, что представлены в музее, не просто знакомы, а для многих девчонок и мальчишек еще и любимы. Идея объектов навеяна кинематографом. Динара Камалова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Семья «Вера одна». Сегодня на отдыхе с ТНВ побывала многодетная семья Кононовых. Они православные, познакомились в одном из казанских храмов. Совсем скоро венчались и создали одну из самых больших семей в столице. У Кононовых 7 детей. Они танцуют, поют, мастерят поделки и умеют отдыхать по-настоящему активно. В понедельник мы покажем их дебют уже на телеэкране. Не пропустите. Но самые яркие события и самые впечатляющие моменты уходящей недели в нашей традиционной рубрике «В сети» от Армана Костаняна. Смотрим. Всем привет! Очередная суббота. Узнаем, что же постили татарстанцы в сеть, что лайкали и что бурно обсуждали. Например, бурно обсуждали и выкладывали в сеть грибы. Нет, не эти грибы. Обычные грибочки. Начался сезон, так что все в лес, только не заблудитесь. Есть у нас, значит, обычный мак, есть мак-авто. Теперь надо водить мак на коне, потому что спрос-то есть. Посмотрите вот на этих находчивых ребят. Поэтому, наверное, в следующих новинках будет бургер с сеном. Ну, сами понимаете, для кого. Но больше всего лайков в соцсетях набрали вот эти вот парни, которые, несмотря ни на что, наперекор судьбе, идут к своей мечте.
Они хотят себе Порше, и у них это получается, но, так скажем, не в полной мере. Но ребят стараются, поэтому давайте поддержим их. Что еще было интересного в сети на этой неделе, сейчас узнаем. НЛО, инопланетяне, нас захватят! Примерно таких казанцев можно было увидеть 26 сентября. Все видели вот это. Кто-то подумал, что это черная дыра, кто-то подумал, что это инопланетяне, а кто-то и вовсе предположил, что это треугольник. Но нет, друзья, это было испытание ракеты «Тополь». Так что не переживайте, никто к нам пока не летит. Но это пока. Пока. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Неделя Рустама Минниханова началась в Узбекистане, куда отправился он с рабочим визитом. Но про Инстаграм тоже не забывал. Несколько сочных, мощных кадров есть. Здесь и тандыр, и мясо в тандыре, и лепешки, и в казане что-то мощное готовится. Короче, по кухне вопросов нет. Все четко и, я уверен, вкусно. Ну и не обошлось без красивых кадров архитектуры. Сейчас бурно обсуждается банкротство авиакомпании «Вимавиа». Самолеты не летают, народ стоит, ждет и требует вернуть свои деньги. В связи с этим Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта России и управляющего транспортом вице-премьера РФ. Максим Юрьевич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиационным компаниям, к перевозчикам. И если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Критериям соответствует, а работать не может. Хочу министру сказать. Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании уже задержали, а вот собственники уехали из России. Главная новость заядлых пользователей сети, а точнее Твиттера. Кто-то может обрадуется, но я огорчился, честно говоря. Теперь в Твиттер можно писать не 140 символов, а вдвое больше. 280! 280, Карл! Этот мир уже не будет прежним. Конечно, он уже не будет прежним. Ильназа Сафиуллина номинировали на премию Russian Music Box. Уже ничего не будет, как прежде. Если бы знала ты, как я влюблен, взгляд твой огонь зажжет в сердце моем. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы в Яндексе. В первом месте Егор Клиньев, молодой актер из сериала «Физрук», который погиб в ДТП. Также в топе День воспитателя, который прошел 27 сентября. Всех воспитателей с праздником. Матч ЦСКА Манчестер Юнайтед, который прошел в этот же день, тоже обсуждали татарстанцы. Ничего оригинального. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, выкладывайте новые фотографии и видео. Присылайте интересные из них нам. Короче говоря, будьте в сети. Пока! О погоде на воскресенье вы узнаете по традиции в завершении выпуска. Ближайший выпуск новостей на ТНВ через 1,5 часа. До встречи. Каждое утро мы просыпаемся, чтобы начать движение, чтобы сделать еще один шаг, совершить открытие, сделать чуть больше, улучшить жизнь вокруг нас. Изо дня в день. Потому что движение – это жизнь. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. В «Канавто» большое поступление автомобилей «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Успей обменять свой автомобиль на новую «Лада». «Канавто», Мусина, 37, телефон 230 30 30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Компания Таттелеком поздравляет с Международным днем пожилых. Желаем здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет любовью и вниманием. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Кофе Якобс Монарх. Растворимый. 190 граммов. 299 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка.
Пятерочка выручает. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 200 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Иногда, чтобы осознать великое, нужно внимательно посмотреть на малое. И только тогда можно понять, успех не случайность. Успех – это внимание к деталям, какими бы незначительными они ни казались. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. Минем бит анагым туды. Мин аңа кайчандыр син җырлаган җырларны килим. Ул тынычлап йоклап китә. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Бургеры и пицца вкусно, бургеры и пицца вкусно, так что не остановиться. Синема кафе, синема кафе, синема кафе, синема кафе. Новое время, новый стиль, новые автомобили. Старой доброй программе. А кому этого мало, полная версия тестов без купюр в нашем блоге. Открываем YouTube и в поисковой строке набираем «Автоблог про движение». И не забываем подписываться, чтобы можно было комментировать и задавать вопросы нашим ведущим о том, что вас интересует. Автоблог про движение на YouTube ответит на ваши вопросы про автомобили. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца сентября при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 октября на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха в ночное время плюс 4, днем воздух прогреется до 7 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями, временами с дождем. Ночью плюс 5, днем 7 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске временами также пройдут дожди. Ночью плюс 3, днем до плюс 7. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе ночью также пройдет дождь, плюс 4. Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до 8 градусов. На юго-востоке, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. Без осадков не обойдется. Ночью плюс 4, днем до 8 тепла. Для жителей центральных районов Татарстана 1 октября будет облачным, пройдут дожди. Ночью плюс 5, днем до 7 градусов выше нуля. Пасмурная и унылая погода не повод расстраиваться, ведь мы знаем, что у природы нет плохой погоды. О погоде в столице. Ночью в Казани пройдет дождь, плюс 4, плюс 6. Днем без осадков и до 10 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.